Слово для выступления представляется постоянному представителю Джоур Кенеша в Конституционном суде Кыргызской Республики Сыранова Самат Куштубекович. Пожалуйста. Саламатсыздар. Уважаемые судьи Конституционного суда, по запросу судьи Перминского районного суда города Бишкек Жаныбек Венеры, изучив представление запроса, отмечаем, что Джоур Кенеш Кыргызской Республики заявляет о соответствии указанной нормы закона и Конституции отсутствие правовой неопределенности и правила правовой регулирования указанной нормы по следующим основаниям. Согласно Конституции Кыргызской Республики, государство обеспечивает право и свободу граждан в порядке, закрепленном Конституцией и законами. Кыргызской Республики не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Аналогичные гарантии прав и свобод, социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, институциональных отраслевых законодательных актов Кыргызской Республики. Так, согласно закону Кыргызской Республики о статусе военнослужащих, статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанности и ответственности военнослужащих, установленных Конституцией Кыргызской Республики и изданными на ее основе законодательными иными актами. Никто не вправе лишать военнослужащих и членов их семей каких-либо прав и свобод или ограничивать их права, иначе как в соответствии с Конституцией и законом Кыргызской Республики. Правовую основу статуса военнослужащих составляет Конституция, вышеуказанный закон и иначе иные нормативно-правовые акты Кыргызской Республики. В соответствии с законом Кыргызской Республики об обороне и вооруженных силах Кыргызской Республики, одним из принципов строительства вооруженных сил является соблюдение прав и социальная защита военнослужащих. Законодательство Кыргызской Республики в области обороны основывается на Конституции, международных договорах Кыргызской Республики и включает в себя конституционные законы, законы и законы Кыргызской Республики в области обороны. По рассматриваемому абзацу 2 пункта 1 статьи 9 закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай наступит вследствие совершения застрахованным лицам деяния, признанного установленным законодательством Кыргызской Республики в порядке общественно опасным, то есть данная норма, как вышеуказанное положение Конституции законов о статусе военнослужащих, об обороне вооруженных силах Кыргызской Республики содержит отсылочные нормы на законодательство Кыргызской Республики, непосредственным предметом регулирования которого является вопрос в целях избежания дублирования его правовой регламентации, исходя из принципа нормотворческой деятельности, как целесообразность, установленная законом Кыргызской Республики о нормативных правовых актах Кыргызской Республики. Так и нормативным правовым актом, на который делается ссылка, абзацем которым пункта 1 статьи 9 закона Кыргызской Республики о обязательном страховом страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, в частности, положение, установленное законодательством Кыргызской Республики, порядка является Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовное дело не может быть возбуждено, и возбужденное дело подлежит прекращению в отношении умершего к моменту осуществления уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего для расследования дела в отношении других лиц. При этом необходимо отметить, следователь является самостоятельным процессуальным должностным лицом, уполномоченным Уголовно-процессуальным кодексом, осуществляет досудебное производство. В связи с этим необходимо обратить внимание на решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 7 февраля 2014 года, в соответствии с которым Конституционная палата не усматривает праве прокурора возбуждать производство по вновь открывшимся обстоятельствам противоречий нормам Конституции, аргументируя, что данное право законодатель закрепил за прокурором и она обусловлена природой полномочий прокурора. По аналогии, обязанность следователя прекратить уголовное дело в отношении умершего к моменту осуществления уголовного судопроизводства
детамировано Уголовно-процессуальным кодексом и природа его полномочий. Изучив представленное ходатайство Алмазбекова Тилека Алмазбековича о проверке конституционности части 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Республики, отмечаем, что Джоркинешская Республика считает приведение к ним доводы необоснованным, а требования обращают стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Заявитель указывается, что основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам переселения в части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Республики существенно шире, чем части 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Республики. По Гражданскому процессуальному кодексу Республики одним из оснований по вновь открывшимся обстоятельствам является установленным выступившим законной силой актом суда, прокурора, следователя, заведомо ложное показание свидетеля или специалиста, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекших за собой постановление незаконного или необоснованного судебного акта, тогда как по Административно-процессуальному кодексу Республики указанные обстоятельства устанавливаются только вступившим в силу переговором суда. Согласно части 1 статьи 61 Конституции Республики, каждому гарантируется судебная защита ее прав, свобод, предусмотрен Конституцией, законами, международным договором, участницы которой являются Республики общепризнанным принципом и нормами международного права. В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах судебное решение подлежит пересмотру, если какие-либо новые или вновь обнаруженные обстоятельства неоспоримо доказывают наличие судебной ошибки. Поэтому государство обязано признавать, соблюдать и защищать конституционное право на судебную защиту, создавая эффективные правовые механизмы устранения любых нарушений, в том числе допущенных его органами и должностными лицами при осуществлении уголовного судопроизводства. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия процесса – это часть судопроизводства, объединяющая определенный круг процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной цели. Основным назначением института пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам является проверка наличия или отсутствия специальных оснований к отмене выступивших из законной силы судебных актов, которым разрешены дела по существу. Наличие данного института позволяет исправить допущенную судебную ошибку по выступившим из законной силы судебному акту, которые не были или не могли быть выявлены ранее. По своему предназначению и содержанию этот институт призван гарантировать правосудность судебных актов как необходимое условие судебной защиты прав и свобод участников процесса. Применяется в качестве дополнительного способа обеспечения правосудности судебных решений и используется в тех случаях, когда применены или исчерпаны все другие средства процессуально-правовой защиты, а также поддерживать баланс таких ценностей, как справедливость, стабильность судебных актов. При этом необходимо обстоятельства вновь открывшиеся обстоятельства как основания для пересмотра судебных решений должны иметь строго очерченные границы и не содержат абстрактных определений, иначе это будет противоречить правовой стабильности и определенности судебных актов и приведет к нарушению принципов правового государства. Следует отметить, что законодатель установил исчерпывающие предельно определенные измеримые критерии таких обстоятельств, которые соотносятся к принципам справедливого судебного разбирательства, правовой определенности, стабильности права. На основании вышеизложенного сообщаем, что часть 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Республики в полной мере соответствует нормам, установленные части 2 статьи 24, части 2 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Республики. В части ходатайства Плахутина Ивана Викторовича, представляющий интересы общества с ограниченной ответственностью канцлер, сообщаем следующее. Поводом к обращению заявителя Конституционного суда Республики является неопределенность в вопросе о том, соответствует ли статья 57 Конституции Республики пункту 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Республики.
выступивший в законную силу акта следователя прокурора о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, являющимся основанием для пересмотра судебного акта в соответствии с оспариванием нормы Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, без выступившего в законную силу обвинительного переговора суда в отношении лиц, указанных в статье, как фактически признает вину указанным лицам и налагает определенные ограничения в правах. Однако, согласно статье 57 Конституции Кыргызской Республики, каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана предусмотренным законом порядка установления выступившим в законную силу переговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке. Также в силу статьи 94 Конституции Республики правосудие Кыргызской Республики осуществляется только судом. В связи с чем для установления вины лиц, указанных оспариваемой статьи, необходимо выступившим в законную силу обвинительный переговор суда. На практике уже существуют такие обстоятельства, как прекращение уголовного дела в связи с течением срока, привлечение к уголовной ответственности, по которой обвиняемый просит прекратить в связи с течением указанного срока, не возражает о прекращении дела по указанному основанию. На основании вышеизложенного следует, что оспариваемый пункт статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Республики имеет определенное противоречие с статьей 57 Конституции Республики, части выступившей в законную силу акта следователя прокурора о прекращении уголовного дела, являющегося основанием для пересмотра судебного акта по гражданскому делу по вновь открытым обстоятельствам. Руководство статьи 34 Конституционного суда Республики, Конституционного суда Республики просим запрос судьи Пермского районного суда города Бишкек Жанюкызы Венеры о проверке соответствия абзаца 2 части 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, а также Хадат Алмазбек Тлек Алмазбекович о проверке конституционной части 2 статьи 268 Административного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения. Иван Викторович, у вас есть вопросы к представителю Джовар Кенеш? Микрофон включите. Ответьте. У меня вопросов нет. Тлек Алмазбекович, у вас есть вопросы к представителю? Нет вопросов. Уважаемые судьи, у вас есть вопросы к представителю? Присаживайтесь.